Кукмара – толстостенная посуда, отлитая вручную. Кукмара – удобная посуда, вкусная еда. Исянмисыз Дуслар, в эфире ваша любимая кулинарная программа «Секреты татарской кухни». И сегодня с нами готовит народный артист Республики Татарстан, заслуженный артист Российской Федерации, руководитель Татарской государственной филармонии имени Габдуллы-Тукая Айдар Файзрахманов. Встречаем! Исянмисыз Айдар. Исям Руслан. Наконец-то нашли время, пришли к нам на программу. Исямисыз Хадар Дуслар. Я перейду на русский язык, потому что, чтобы меня все поняли, не только татары, все, кто живет у нас в пределах России и за пределами России, потому что я бывал во многих странах, везде я включал телевизор. Первым делом я находил канал ТНВ, и первым делом я находил именно вот эту передачу, Руслан. Спасибо. Я очень рад. Рахмат Айдарабы. Каждый татарин, приходя в гости, он обязательно принесет какие-то свои подарки. Они для меня очень дорогие, но тем не менее для вашей передачи я вот пришел именно с этими подарками. Во-первых, я руковожу еще государственным ансамблем фольклорной музыки. Вот в этом году мы выпустили вот такой сборник, где собраны репертуар нашего ансамбля. Это такие находки наши. Здесь есть и костюмы, здесь есть нотный материал, здесь есть MP3 форматы, здесь где мы звучим все время. Поэтому дарю, чтобы вот на вашей передаче все время, чтобы звучала наша музыка. Естественно, вот к 70-летию Татарской филармонии мы вот такой сборник выпустили, где все артисты, кто работал в филармонии, они здесь все собраны, и мы даем информацию. И, естественно, вот DVD-диски. Я для вас тоже приготовил сюрприз, и мы сегодня будем готовить очень оригинальное блюдо. Блюдо, которое необходимо всем весной, чтобы пополниться витаминами. Мы будем готовить необычный плов. Вот идбелян, да, с мясом, это с бараниной, с говядиной, очень много, да, готовите с пловом, даже с курицей, но у нас сегодня будет плов без мяса. Не думайте, это потому что вы пришли. Это такой вот, наоборот, сюрприз, чтобы если вдруг у вас дома не будет хватать мяса, вы можете из обычных овощей и грибов приготовить вкусный, настоящий полутатарский плов. Все готово, овощи, ножи, артист, кулинар. Мы начинаем. Айдар Файзрахманов, заслуженный артист России, народный артист Республики Татарстан. Родился в 1955 году в деревне Средние Берези Арского района Республики Татарстан. После окончания средней школы Айдар поступил на музыкальный факультет Казанского государственного педагогического института, а затем стал студентом вокального факультета Казанской государственной консерватории. В 1981 году Айдар Файзрахманов, обладатель 2 дипломов с отличием, был принят в театры оперы и балета солистом. С этого момента началась его карьера на оперной сцене с продолжительностью в 27 лет. С 2002 года руководитель государственного ансамбля фольклорной музыки Республики Татарстан. А еще Айдар Файзрахманович – профессор кафедры вокальной подготовки музыкального факультета Казанского федерального университета. Айдар, прежде чем мы начнем готовить плов, у меня есть небольшое предложение. Вместо традиционного татарского чая мы с вами, вернее, вы смотрите, а я готовлю. Настоящая вода из колодца. Мы должны ее вскипятить. Потом мы добавим туда курягу без косточек, и у нас получится вкусный напиток щербет. Прекрасно. Это будет дополнение к плову. Итак, вода пусть сначала вскипит, потом добавим курягу. Это я умею делать. Это умеют делать все, в принципе, да. И я предлагаю туда не добавлять сахар, чтобы вкус кураги почувствовать. Итак, пока вода вскипит для щербета, мы начнем готовить наш плов, который давайте как-нибудь назовем. Ну, тут Руслан и Айдар что-нибудь вот это. А еще весна. Да, я с плова, да? Я с плова. Вот итак, я с плова мы начинаем готовить. Берем лук, Айдар, да, режем. Начинаем. Да, наполовину его. Бисмилля это. Бисмилля тавес. Да, вот примерно так вот. И Вот это я тоже умею, потому что я каждое лето, вот как я уже выезжаю в Арский район, у меня там родное наше гнездо, родовое гнездо, не в Арске самом, а в деревне Урта-Березя. Вот у меня огромный сад. У меня 2 дочерей, 1 внук, огромный, 4,5 года, ну, большой уже человек. Да, огромный. И мы с ним ставим, разжигаем костер, ставим котел туда и начинаем готовить вместе, только вдвоем. Это чисто мужское дело, туда мы женщин не подпускаем. Потом их зовем в гости. Это прекрасно. Это, то есть, вот в мае я приезжаю, в мае это первое, что я делаю, и мы делаем вот это. Мы варим, обычно я делаю уху из свежего карпа, вот, покупаю в Арске, попутно покупаю, или заезжаю в рыбхоз, и все, и варю вот эту уху. Айдар, расскажите, ну вот ваши края,
Арча района. Арча района. Они ведь очень талантливые края. И не зря вы оттуда появились. Ну, посмотрев на меня, наверное, можно так сказать, да? Да. Скромно, да, хорошо. Ну, и ваши родители ведь они тоже пели. Да, Вот, естественно. любовь к музыке от них вам передалась? Ну, наверное, вот я всегда меня об этом спрашиваю. Я думаю, что наверху Аллах, когда ребенок рождается, все это закладывается. Уже в генах все это есть, потом все это начинает просто проявляться. Скажем, он может проявиться очень рано, он может проявиться чуть позже. Но у меня он проявился где-то 4,5-5 лет уже. Когда я заканчивал 10 классов, мой старший... Секундочку, мы, кстати, сейчас заложим в наш Давайте. вот такой чугунный казан сливочное масло и туда лук будем опускать. Хорошо. Вот мой старший брат Марсель, он обратил на меня внимание, я еще занимался спортом. Второй мой брат, двоюродный брат, он тоже, он хотел, чтобы я стал спортсменом, чтобы я пошел по этой, но Марсель мне сказал, куда ты идешь, кем ты хочешь стать? У тебя вот такой. Я говорю, все, давай, Абаим, готов меня. Артистом? Артистом. Я начал готовиться для поступления. Нет, я еще не думал тогда, что буду артистом. Я собирался стать, значит, преподавателем музыки. Но уже я хорошо играл на баяне, это когда 10 класс заканчивал. Я примерно ту программу, которую у меня брат играл на государственном экзамене, я ее просто на слух играл. Но вот я не знал. То есть можно сказать, что самоучка, да? То есть с Да, детства... все это заложено. Вот, потому что у меня отец прекрасно играл на всех гармошках. Он играл и на венгерской итальянке, он играл и на простой итальянке, он еще на скрипке играл, а мать прекрасно пела. Нас шестеро, все шестеро играли, все шестеро пели. Когда мы собираемся, естественно, мы поем. Музыкальная семья. Музыкальная семья. Мы, конечно, варим плов. Вот как сегодня кто-то у нас крошит лук, кто-то... А, кстати, вот это я-то вижу грибы, Руслан. Это что за грибы? Это откуда? Это и есть второй секрет нашего плова. Второй секрет, да. Мы будем в плов добавлять грибы. Руслан, по-моему, вот вода закипела. Так. Давайте курагу положим. Не забываем про наш щербет. Так, щербет. Это чтобы запить плов, я так понимаю, да? Так. Хочешь жить 100 лет, 100 пей лет, щербет. Так. Айдар, расскажите, ну вот первые ваши серьезные выступления когда начались? То есть когда школу закончили уже? Знаете, времена советского строя во всех районах, сначала они проходили в деревнях, потом в районах, потом они по зонам проходили. И конечный уже результат, это в городе Казани проходили смотры художественной самодеятельности. Вот я где-то 6 класса вместе с отцом, со старшим братом и сестрой я начал принимать на этих смотрах участие. Это вот серьезные, они проходили в оперном театре, представляете? И тогда мой отец загадывал. Вот дай Бог, что вот наступило такое время, чтобы мой сын вот пел в этом театре. В 81-м я уже пришел в оперный театр солистом оперы. Вот. Так что сбывается. Так что, когда вот мы варим плов, я всегда загадываю себя, я всегда говорю, Аллах бриса бисмиллахим, чтобы он получился очень вкусным, чтобы зрители, увидев нас, захотели прийти сюда, к Руслану, и получить у него рецепт вот этого плова. Кстати, Айдар Абы, щербет закипел. Мы выключаем и дадим немного ему остыть. И не добавляем сахара, будем пить вот натуральный вкус куряги. Айдар, ну раз мы заговорили о Казанском оперном театре, расскажите, пожалуйста, вот с 81 года вы же более 10 лет там проработали? Я там проработал 27 лет. 27? 27 лет я проработал, оформил пенсию. Это, я уже думаю, это вот моя прошлая творческая жизнь. Это было прекрасная пора. Скучаете? Во-первых, ну, не то, что скучаю. И сейчас у меня очень много работы. В филармонии работа не менее интересная. Но театр, это все-таки есть оперный театр. Во-первых, тогда я застал еще плеяду старшего поколения наших певцов. Это Азат Аббасов, это Фахри Насреддинов, это вот такие глыбы, это Райса Белялова, это Хадиша Гиниатова. Потом уже пришло второе поколение, чуть постарше, это Зиля Сунгутин Хайдарбигичев. Потом уже Мунир Якупов, Саид Раимбаков, Айдар Файдрахманов. И через год пришла знаменитая Венера Ганеева. Вот, и мы начали творить вместе. Вот это поколение, к сожалению, это поколение уже тоже сделало свое дело. Они уже многие отдыхают, многие переключились на другую работу. Это была прекрасная пора. Я очень благодарен театру. Я получил там звание заслуженного артиста Татарстана, потом получил народный артист Татарстана. Я там получил 2 квартиры. Спасибо вот Рафа Сабировичу. Спасибо Рафа Сабировичу, да. Сначала это была
одна комната в трехкомнатной квартире. Как я только женился, когда я к нему, он меня вызвал на прием, первый раз я к нему пришел, такой-то, женатый, нет, жена казанская будет, я говорю, вот женюсь, я говорю, нет, не казанская, неудачно ты жену выбрал, квартиру тебе надо. И вот это началось, он дал мне одну комнату, это было не, ну, иметь сразу комнату для души. Еще прям внутри театра. Для души, для жены, для тела. Все. Я ожил, я начал работать, засучив рукава. Первый спектакль спел, и на второй день меня забрали в армию. И квартиру забрали. Квартиру оставили, жена осталась в квартире. Но я служил в Казани, меня оставили в музыкальной роте. Таким образом, я выбирался очень часто домой. Даже они меня вытаскивали на гастроли. Можно сказать, что вы служили в театре? Нет, я хорошо служил. Я и там служил, и тут я был почтальоном в армии. Ну, вас специально почтальоном поставили? Да, дали посылку, вы в театр пошли и обратно. Посылка, и информация, и все время письма, газеты. Я все аккуратненько раскладывал, а потом у меня была приписной свидетель, я убегал домой. Ну, хорошая служба была. Отслужил, потом уже работал 27 лет. Я и гастролировал с оперным театром. Мы гастролировали последние годы, особенно это по странам Европы, Голландия, Австрия, Германия, Франция, Швейцария. Ну, просто великолепно. Туда мы возили спектакли Борис Годунов, Риголетто. Любимый какой у вас спектакль? Ну, любимый, наверное... Когда добавляем грибочки. Наверное, любимый спектакль это у меня был Борис Годунов, из выездных вот таких, где я там пел Мисаила, там целая сцена, она очень интересная. Обычно Варламом был Саид Раимбаков, актерский тандем был, ну, великолепно. Руслан, я тоже? Да, был, тоже, да? давайте. Давайте. Чтобы был тандем, Лука и Грибов. Тандем. И после того, как я ушел из театра, мне говорили, что вот такой Мисаил нет. Потому что, когда я работал в театре, все время, я скромно так рассказываю, да, Руслан? Да, и я все время пел эту партию. Она была игровая, она мне очень сильно помогла, оставил ее это режиссера из Большого театра. Поэтому театр в моих воспоминаниях, в моей жизни это оставил очень такой солидный, творческий, такой хороший след, который я всегда вспоминаю с добротой. И мы переходим к баклажанам. О, Руслан, вот когда я увидел баклажан... Слова, кстати, пел, извините, помните? Миньяра, там синий баклажан. Да, хорошая была песня. Но я по баклажану, знаешь, что вспоминаю? Нашу предпоследнюю поездку в Африку, в Судан. Там вот арабы вот точно вот такого цвета. Баклажанного цвета, но очень красивые, высокие. И настолько они вот душевные. Для них то, что появились вдруг из другого континента, из России, за 50 лет у них не было ни одного артиста из России. Они нас увидели, они нас воспринимали. Но это вы с филармонии ездили? Мы из филармонии, мы туда ездили по приглашению посла Судана и по договоренности с президентом нашей республики Рустам Нургалиевич. Рустам Нургалиевич нас спонсировал, он нам выделил финансовую поддержку на дорогу, а все остальное уже суданская сторона взяла на себя. Прекрасная была поездка, у нас были 5 выступлений. Это перед Министерством обороны Судана, это перед Хартумским, это университет, перед молодыми людьми. Как раз в это время проходило фестиваль, второй фестиваль русской словесности. Мы как раз вот попали на этот фестиваль. Татары на русском мы татары. фестивале. Я вышел, объяснил, что вот Татарстан там-то, там-то, что мы не русские, но тем не менее мы представляем Россию, там мы представляем Татарстан. И наше искусство, оно сыграло. Нас принимали. Итак, баклажанчики у нас готовы. И мы их отправляем к шампиньонам и луку. Улыбаемся. С хорошим настроением. Плов у нас весенний. Руслан, давайте я тоже положу. Скажу, вот Руслан сварил такой вкусный плов, Айдар Файзрахманов стоял, да подтакивал и рассказывал. Вот теперь я это понимаю, что это наш общий продукт. Да вот. Сегодня мы продолжаем готовить язла-плов, и помогает мне в этом руководитель государственного ансамбля фольклорной музыки Республики Татарстан Айдар Файзрахманов. Айдар Абы, еще раз спасибо, что с нами. Я сейчас буду готовить рис. Тоже есть такой секрет. Мы на подсолнечном масле его обжарим и потом добавим воды. А вам я поручаю порезать 2 перчика. Айдар Абы, ну раз мы начали уже разговор о вашем ансамбле фольклорном, расскажите, пожалуйста, вот
Вот как вы туда попали, кто вас пригласил? Ну, это отдельная история, Руслана. Я руковожу этим ансамблем уже вот 12 лет. Нынешний год, год 14, это юбилейный год для фольклорного ансамбля. Нам будет 15 лет. Так Наше что, поздравление заранее. Так что, самое интересное, мы в ноябре вот 2014 года отметим юбилей ансамбля, а уже в январе, это 15 год будет. Буквально через 2 месяца будет юбилей. Меня, Руслан, ты меня еще раз пригласишь на передачу, мы тогда с вами, наверное, испечем балиш. Это через год Да, практически. мне будет 60. Тоже с наступающим. Так что есть у нас перспектива. Вот насчет ансамбля я еще хочу сказать, наверное, на сегодняшний день это та работа, которая полностью практически меня занимает. Все остальное уже прикладывать сюда. Даже вот то, что мы с вами сейчас здесь варим плов, это все, я про себя думаю, ансамбль вот сюда. За 12 лет, которые я руковожу вот этим ансамблем, мы побывали около 40 раз выезжали за границу, но где-то, будем говорить, что в 30 странах. Это страны Европы, Азии, Америки еще мы не добрались, но мы думаем, что и туда доберемся. Среди них есть Африки, там есть Тунис, там есть Султанат Оман, это в Персидском заливе, Судан. А отличается публика вот за границей от нашей казанской? Да, вот так. Это вопрос мне всегда задают. Неужели там тоже есть татары? Но я отвечаю, что искусство, хорошее искусство, высокое, тем более фольклор, оно не имеет национальности. И там есть только элемент национальности. Миллилик кенабар. Вот этот миллилик, вот этот элемент, он и привлекает публику. В конечном итоге не нужна татарская публика. Вот именно для фольклора. То есть для фольклора нет национальности? Нет границ, нет национальности. Принимать везде, я скажу откровенно, на ура. Вот смотря прямо в камеру в глаза. Не верите? Приходите на концерты. Не верите? Приходите на наши концерты. Государственный ансамбль фольклорной музыки Республики Татарстан. Этот коллектив был создан в 1999 году по инициативе Министерства культуры Республики Татарстан, Татарской государственной филармонии, народным артистом Республики Татарстан и России, лауреатом государственной премии имени Тукая Ильгамом Шакировым. На сегодняшний день Государственный ансамбль фольклорной музыки Республики Татарстан – это визитная карточка Татарской государственной филармонии имени Тукая. Так, самое время добавить перец к нашим овощам. Я готов, Руслан, пожалуйста. Так, давайте вы первый. Так. Давайте. Ой, как аромат. Пахнет аромат. Ой. Айдарабы, мы в рис, который мы немножко обжарили на подсолнечном масле, добавляем уже воды. Так. Он получается у нас обваренный или обжаренный? Обжаренный, обваренный. Сейчас еще вот посолим, будет посоленный. Ага. Да, вот так примерно. Итак, и можно все это посолить, а вам я попрошу помидорчики порезать. Да. Тоже мелко, да? Ну, помидоры Да. можно крупно. Примерно вот. Дольками. Долечками, да. Так, а я сейчас все посолю. Айдарабы, вот вы работаете еще профессором в Казанском федеральном университете. Расскажите, пожалуйста, вот какой факультет, как студенты, как поживает университет? Ну, это я скажу, что сейчас уже мы в составе Казанского федерального университета. Это я начинал свою преподавательскую деятельность еще в далекие времена в Академии культуры. Начинал преподавать вокал. Вот как раз Гузель Уразова – это моя первая ученица. Когда мне сделали предложение возглавить кафедру вокальную в пединституте на музыкальном факультете, я с удовольствием согласился. И когда я об этом сказал, что Гузель, я вот перевожусь на другую работу, Гузель сказала: Айдарабы, я от вас не уйду никуда. И таким образом она со мной пошла на музыкальный факультет, успешно закончила. Я очень радуюсь ее успехам. Она у меня первая, поэтому, наверное, я... И первый блин не вышел комом у вас, а наоборот получил. У меня еще есть также заслуженная артистка, вот Гульшат Шарапова, она у меня сейчас работает, исполняет обязанности директора фольклорного ансамбля, и в то же время она вокалистка хорошая, закончила также музыкальный факультет. Это заслуженные артистки. Кроме этого, мои ученицы поют в театре, в оперном. В принципе, я могу назвать моими учениками и Раяза Фасихова, и Расима Фасихова. Это вот ребята, которые непосредственно начинали работать в фольклорном ансамбле. Я вот скажу, Казан Егитляры пел, сейчас он уже как солист отдельно работает, заслуженный артист республики тоже, Артур Мингазов. Артур Мингазов, кстати, недавно только был у нас в программе. Ну все, вот, кто проходил через фольклорный ансамбль, после этого, я думаю, раз руководитель пришел, значит, все приходить на эту Можно передачу. сказать, а у нас практически все ваши ученики
были в гостях. Единственное, я боюсь, вот передача до секреты татарских кухни. Если мы так будем, то секретов ведь не останется. Расскажем все секреты. Да, раскроем все секреты. Но, в принципе, так и должно быть, я думаю. Задача одна, чтобы не только нашу татарскую кухню узнавали, чтобы наш татарский народ везде. Последний ингредиент нашего чудесного весеннего плова – это помидорчики. Помидорчики мы запускаем к тем овощам, которые там уже готовятся. Это баклажаны, шампиньоны, лук. И сейчас все это будет тушиться. Рис у нас практически готов. Итак, мы подождем, пока дотушатся наши овощи, пока доготовится рис. И затем начнем собирать наш весенний плов, язлы-плов. Руслан, ну, я думаю, как раз сейчас пора сделать, вот, чтобы плов у нас был немножко таким музыкальным, одухотворенным, потому что мы с тобой вот подошли к такому этапу, когда, я думаю, что тальянка должна запеть. То есть можно я музыкальный сыграю? сюрприз Музыкальный от вас. сюрприз, маленький такой, деревенский напев я просто сыграю, потому что в деревнях, когда начинает пахнуть где-то вкусно, где-то обязательно тальянка заиграет. Руслан, позывная, плову. Язгы плов. В казане на сливочном масле слегка обжарили мелко нарезанный репчатый лук. Затем добавили измельченные грибы, баклажаны, сладкий перец, помидоры и тушили до готовности. В конце посолили и поперчили. В отдельной сковороде на растительном масле обжарили рис, постоянно помешивая. Долили воды, посолили и довели до готовности. Для подачи выложили рис на тарелку, сделали в центре небольшое углубление, в которое добавили овощную заправку. Если вы не успели записать рецепт, заходите в нашу группу ВКонтакте. Пробуйте готовить вместе с нами, рассказывайте, что у вас получилось, и делитесь своими кулинарными секретами. Дорогие друзья, хочу поделиться с вами небольшим секретом. Хотите, чтобы ваши блюда были вкусными и не подгорали? Используйте продукцию Кукмарского завода металлопосуды. Бренд Кукмара. Проверенное качество по немецким технологиям. Дорогие друзья, с хорошим настроением, с веселыми песнями мы с Айдар-Абы пришли к финалу нашей программы и приготовили вот такой замечательный язлы-плов. И сейчас мы будем его пробовать. Сотворили чудо. Сотворили чудо. Ну, Весеннее на нашей кухне чудо. Все блюда чудесные. Ну что ж. Попробуем бисмилlah найтып. Так, я сначала налью Щербет, наш салат, щербетик. ага. Так. Вот какой цвет получился, кстати, золотистый. И Темнетис. Вкусный цвет такой. все у нас готово. Давай, Руслан, на правах хозяина попробуешь первым, потом я за тобой. Так. Бисмилlah найтып. Берем овощи, берем рис. Да, рис. Итак, бисмилляхи рахманиррахим. Темный. Шедеврально. Дорогие друзья, я впервые готовил плов из таких ингредиентов и скажу вам, что получилось реально вкусно. Вот, Айдар-Абы, мне кажется, можно любых гостей удивить, если дома приготовить такой плов, пригласить их. Надо нам с тобой запатентовать. Эксклюзивный плов по нашему рецепту с Айдар-Абы. Отличное блюдо, мне кажется, для весеннего стола. Блюдо полное витаминов, потому что там очень много овощей. Наш плов получился очень вкусным. И, как говорят татары, безден плов бик темне хем файдалы. Готовьте дома и попробуйте его сами. И самое главное, плов с песнями получилось, да? Музыкальный. С музыкальной. Щербетом запиваем. А щербет получился витаминный, полезный. Но некоторые могут добавить туда сахар, но я бы не добавлял. Добавил бы красивые песни в исполнении Айдара.
Айдар Абы. Еще одну сыграем. финальную песню. Это чудесный плов с нами готовил народный артист Татарстана, заслуженный артист России Айдар Фазрахманов и Айдар Абы. Пока-пока. Кукмара. Толстостенная посуда, отлитая вручную. Кукмара. Удобная посуда. Вкусная еда.